столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби военная делегация Казахстана во главе с руководителем оборонного ведомства генерал-полковником Русланом Жаксылыковым провела переговоры и ознакомилась с продукцией предприятий ОПК. В рамках визита состоялась протокольная встреча с вице-президентом страны Мансуром Ибн Заид Аль-Нахаяном, на которой были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сфере обороны. В Доме армии генерал-полковник Руслан Жаксылыков и государственный министр по делам обороны Мухаммед бен Мубарак Фадель Аль-Мазруи обсудили направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес. С целью ознакомления с деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса Объединенных Арабских Эмиратов казахстанская делегация побывала в индустриальном парке Тауазун Индастриал Парк. На его площадке действуют компании Нимр, Каракал, Халкон и Адаси, выпускающие продукцию военного назначения. Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий. Министр обороны обратил внимание на учет потребностей вооруженных сил и тенденций современного театра военных действий. Он отметил исчерпывающие меры по своевременному и качественному исполнению договоров гособоронзаказа с исключением возможности их пролонгации. С целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции и импортозамещения министр предложил эффективно использовать возможности промышленной кооперации. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана. Выборы состоялись на внеочередном заседании Федерации спортивного и боевого самбо в Астане за кандидатуру Руслана Жаксылыкова, мастера спорта СССР по дзюдо, неоднократного чемпиона, призера республиканских и международных соревнований по самбо и дзюдо. Единогласно проголосовали все члены Федерации. На этом посту он сменил Айдоса Акжанова. В Минске состоялась встреча начальников генеральных штабов Казахстана и Беларуси. Первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекова приняли участие в мероприятии, посвященном Дню образования Генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов провел переговоры с первым заместителем министра обороны, начальником генерального штаба вооруженных сил Беларуси, генерал-майором Павлом Муравейко. Стороны затронули аспекты сотрудничества в рамках ШОС, СНГ, ОДКБ, обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений. Заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Каныш Абубакиров совершил рабочую поездку в Мангыстаускую область, где встретился с руководителем области и проинспектировал ряд военных объектов. На переговорах с акимом Мангыстауской области Нардаулетом Кылыбаем были обсуждены вопросы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры в местах постоянной дислокации армейских подразделений. Руководитель региона выразил готовность оказать помощь в дальнейшей модернизации инфраструктуры гарнизона и улучшении социально-бытовых условий военнослужащих. В Астане зажгли главную елку вооруженных сил. В Национальном военно-патриотическом центре заместитель министра обороны генерал-майор Шайх Хасан Жазыкбаев дал старт новогодним мероприятиям. В праздничном утреннике приняли участие дети военнослужащих, воспитанники детской студии «Жас Сарбаз» и солдаты творческого взвода. Заместитель министра обороны генерал-майор Шайх Хасан Жазыкбаев от имени министра обороны поздравил всех с наступающим Новым годом и вместе с детьми зажег огоньки на главной елке вооруженных сил. В вооруженных силах прошли мероприятия, приуроченные 114-летию Героя Советского Союза, командира батальона легендарной Панфиловской дивизии Бауыржана Момышулы. В Астане состоялось возложение цветов к памятнику Бауыржана Момышулы с участием представителей Министерства обороны, местных исполнительных органов, командования Акмолинского гарнизона, Ассамблеи народа Казахстана, военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и воспитанников военно-патриотического движения «Жас Сарбаз». Ритуал возложения цветов к памятнику Бауыржана Момышулы состоялся также в парке Шеңіс города Тараза и в 5-й механизированной бригаде имени Бауыржана Момышулы Таразского гарнизона.